Казахстан-ЦЕВ разделит по цветам красный, желтый, синий, зеленый и будут пускать в ряд заведений только по QR-коду. Цвет человека будет зависеть от того, болеет ли он коронавирусом и есть ли у него ПЦР-тест. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Сообщается, Министерством здравоохранения Казахстана разработало приложение АШИК для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Приложение нужно для того, чтобы обезопасить посещение общественных мест, сообщает пресс-служба ведомства. Совместно с Нацпалатой предпринимателей Атамикен проводит пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер. Например, спа-центры, фитнес-центры, кинотеатры. Теперь для посещения данных мест необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение, в свою очередь, отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы, говорится в сообщении. Красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Желтый – частичное ограничение передвижения. Пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный. Разрешено посещение продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. Синий – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР-анализ является обязательным, например, в аэропорту. Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19. Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрих-кода, расположенного на удостоверении личности.